Росмолодежь, гранты, превращая мечты в возможности. Принять участие в заочном конкурсе могут физические лица в возрасте от 14 до 35 лет. Всего 6 номинаций, в рамках которых подается заявка на участие в конкурсе. Это проекты, направленные на организацию занятости молодежи, развитие малых территорий, экологическое просвещение, противодействие экстремизму и терроризму. Оценивать же проекты будут федеральные эксперты Росмолодежи. Более 450 человек по всей России. Им распределяются данные проекты. Один проект оценивают 3 эксперта. И в зависимости от общего суммарного балла, который они поставили, каждый эксперт может поставить по 100 баллов. То есть максимальная сумма баллов это 300 баллов, проходной, если я не ошибаюсь, это 210 баллов. Оценивают проекты по 10 критериям: актуальность и социальная значимость, компетенция команды, расходы, собственный вклад, масштаб реализации, открытость, уникальность и перспективы. После проверки результаты публикуются на официальном сайте Росмолодежи в течение 55 дней. После подачи его проекта эксперты уже сами заходят и начинают читать и оценивать проект по критериям оценки Федерального агентства по делам молодежи. Человек онлайн его не защищает, не выступает. То есть все идет на то, как эксперты по своим критериям оценят данный проект. Для участия необходимо пройти верификацию учетной записи в системе «Молодежь России» с помощью портала госуслуг, заполнить все обязательные поля проектной форме в разделе «Мои проекты». Цель конкурса – вовлечение молодежи в творческую деятельность, повышение гражданской активности, создание условий для самореализации подрастающего поколения. Минимум в конкурсе можно выиграть 10 тысяч рублей, а максимум 1 000 000. Количественный показатель проекта может быть даже 10 человек, но если ты его обоснуешь, почему тебе нужен 1 000 000, грубо говоря, представьте, что проект направлен на развитие IT-направления, и тебе нужно закупиться оргтехникой, компьютеры, столы, стулья, все это. Мы понимаем, что сейчас хорошая оргтехника, она очень дорогая и дорожает с каждым днем. Соответственно, ты можешь весь этот 1 000 000 рублей указать на закупку 10-15 компьютеров. Либо ты можешь провести какой-то форум, мероприятие, тот же, примерно, экологическое мероприятие по очистке Джиратско-Асинского заповедника, и там уже обхват может быть хоть 1000 человек. Все зависит настолько, как ты обоснуешь. Подать заявку можно до середины сентября. Результаты будут известны уже в октябре. Сотрудники Министерства по делам молодежной политики и туризма отмечают, в рамках рабочего времени готовы помочь в написании проекта с нуля. Главные идеи. Амина Зязикова, Алисхан Гаравожев, Магаз 24.